У нас есть изменения. С объявления о том, что бывший бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов на полгода останется секретарем Совета, началось заседание. И сразу Рустам Минниханов назвал его возможного преемника Венеру Камалову. Под прицелом нашим она там сейчас среди лидеров. Поэтому давайте эту работу будем дальше также продолжать. От кадровых перемен участники Совета сразу перешли к вопросам бизнеса. Задали вопрос, на предмет чего идет согласование. Да, то есть, и есть такой ответ, на всякий случай. Так, в Нижнекамске процесс получения разрешения на использование земельного участка затягивался на 40-45 дней. Когда бизнес пожаловался на это, в районе запустили программу оптимизации услуг бизнесу. Органы власти, сотрудники МФЦ и предприниматели начали выяснять пробелы. За неделю такой работы время согласования сократилось на 5 дней, но это лишь одна сторона проблемы. Люди часто приходят в многофункциональные центры или в другие надзорные органы по тем или иным вопросам, но, к сожалению, специалисты не могут здесь и сейчас дать нужный ответ. Потому что первая причина, у них нет нужной компетенции, и объективная причина, они не уполномочены давать в принципе такие ответы. Разбираться в каждой услуге и детально объяснить отказ или приостановку какого-либо органа, это невозможно ни одному человеку. Одно из решений предложили прямо на Совете. В отделениях МФЦ начинают работать онлайн-консультанты по скайпу. Есть вопрос, сотрудник МФЦ связывает вас с подготовленным специалистом, который и должен будет дать вам исчерпывающий ответ. Через скайп обязать все органы власти, в том числе и федеральные органы, чтобы они имели таких специалистов универсальных. Этим вопросом займутся представители республики в Госдуме. Еще одной проблемой бизнеса на Совете назвали нехватку кадров в районах. Вузы готовят и колледжи готовят ненужных специалистов на рынке, которые, заканчивая свое учебное заведение, не могут себя применить никаким образом. Допустим, у нас на складе работает очень умная девочка, она была дизайнером всю жизнь. Помочь должна и популяризация рабочих профессий, в том числе и мировой чемпионат WorldSkills. Плюс предложение разработать дополнительные программы для поддержки жителей сел. Повышение делового климата – одна из приоритетных задач для районов. В чем наша беда наших руководителей муниципалитетов? Они ищут, черт ее знает, там какую-то атомную станцию, космодром построить, завод, где будут работать там 500-300 человек. Но не будет этого. Вы лучше 100 предпринимателей найдите, которые по 3-5 человек возьмут в работу, у вас уже будет 2 завода. Так количеством и качеством бизнес и власть помогут друг другу. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.